Ассаламу алейкум, хайли киш, кадры дуслар. Доброго вечера, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин, на канале Татполит. Сізлерні бүгінге Арафат күні білән құтлайм. Һәм ертеге біздің ұлық байрамыбыз, ул да болса Құрбан айты. Шуңа күрә барчагызны да ушбу безгә якын һәм безнең өчен абруйлы булган изге байрамнар белән құтлайм. Дорогие друзья, сегодня мусульмане отмечают день Арафат. Это день, который предваряет Курбан Байрам, праздник жертвоприношения. Всех поздравляю. Это действительно великие праздники, которые включают нас в общий ритм истории монотеизма, то есть от нашего праотца Ибрагима, алейхиссалам, до сегодняшних дней. Это к вопросу о непрерывности исторической традиции, которая уходит в глубину и корнями так взрыхливают седую древность. Но, собственно говоря, о чем хотелось бы поговорить. Событий очень много, новостей тоже, поэтому все их объять невозможно. Если что-то вам интересно, пожалуйста, пишите, я за вас. Мы постараемся на них ответить. Я попытаюсь сконцентрироваться на ряде новостей, которые мы посчитали важными, необходимыми и актуальными. Ну, естественно, мы их будем анализировать в свете такого концептуального сведения одного к другому. Вот новость, которая изумила, но при этом не слишком шокировала, потому что может шокировать сейчас в России? С 1 сентября в школах исчезнет понятие «родной язык». То есть вот то, что у нас является тугантель, андай тышинча тышепкала. То есть понятие тугантель у татар, у тюрков, у башкортов, оно как бы уйдет. То есть, хотя это очень такой сакральный терминологический аппарат. С нового учебного года русский язык станет родным для всех учеников, а языки других народов будут называться языками народов РФ. Такой вывод можно сделать из проекта приказа министра просвещения Сергея Кравцова, согласно которому в федеральных государственных образовательных стандартах, ФГОС так называемые, предлагается слова «родной язык» заменить словами «язык народа РФ». Теперь все у вас отберут, собственно, у детей. Детей отберут понятие «туантель», родной язык. А, как известно, туантель, родной язык – это одна из компонент вообще идентичности. Этнологи говорят, что две вещи важны и структурно определяют идентичность, национальную идентичность человека. Это, собственно, самосознание. Там я татарин, я удмурт, я якут, я чеченец. Это самосознание. Ваша внутренняя такая экзистенциальная проработка. И второй – родной язык. То есть то, что как бы ваше самосознание находит выражение в виде языка. Но язык – это не только система коммуникации, как многие воспринимают, ни в коем случае. Язык – это система распознавания. То есть это мировоззренческая оптика, это система обоснования, это центр смыслового присутствия. Да. Это и есть туантель, то есть это концепт. Это концепт. В каждом языке есть формально не расшифровываемые напрямую понятия. У каждого народа есть. У татар есть, там у других, например. Есть такое понятие у татар ман. Это и мелодика, это и внутреннее состояние, это и как бы некое такое возвышенное самоощущение. Ну и в каждом народе есть. Естественно, там у испанцев, дуэрте, у португальцев есть вот такие вещи, которые, ну, их можно объяснить, конечно, но их назначение и их самоощущение очень тяжело понять представителю другого этнического комплекса, да, потому что это вещь, которая связана с культурно-ментальным, психологическим и историческими явлениями. То есть это надо прожить.
Теперь получается, родной язык ребенку определяет не семья, а министерство, не воспитанием, а приказом. То есть какая-то сволочь в министерстве теперь может сказать вам, это родной язык для вас, это не родной язык. Понятно, да? Реформа подается как исполнение воли президента. В ноябре 2024 года на заседании Совета по языковой политике Путин действительно сказал, что для народов России родной язык – русский. Емпольская тут же поддержала. Цитата. «Горячо приветствуем, Владимир Владимирович. Россия равняется Родина, русский равняется родной». Однако в конце заседания сам президент уточнил. Прозвучало, что русский язык должен быть родным для всех. Я не говорю, что так обязательно должно быть. Это язык межнационального общения, государствообразующий. Надо разобраться, чтобы понятия были единообразно поняты и путаницы не было. В слове путаница, как вы понимаете, зашифровано и Путана, и Путин. Короче, верить Путину-то нельзя. Верить Путину нельзя. Тем не менее, маховик уже запущен. Началась правка законов. Все это делается якобы из добрых побуждений. Ведь для русскоязычных родной язык и есть русский. В школах давно существует два предмета – русский язык и родной язык. Возможно, эту реформу придумали, чтобы избежать противоречий. Но на этом пути благих намерений родной язык перестает быть родным. Это с 2017 года тянется, вы знаете эти истории. Мы непосредственно участвовали во всех этих делах. И нам сказали вот в конечном итоге, что вот оно так останется. Ну, мы-то прекрасно понимали, что и это не конец, что и здесь эти сволочи не остановятся. Пока не сделают из всех манкуртов, безродных, пока все не будут как шаман там, значит, маршировать и орать «я русский», «я манкурт», «я путинист», они не успокоятся. В Аллахе они не успокоятся. Не надо думать, что людоед в какой-то момент скажет, вот я прозрел, я, значит, совершал, оказывается, такие злодеяния, ребятушки, простите меня. Да нет, конечно, это изверги. Изменения вносятся также в закон о языках народов РФ, а также в закон о рекламе, СМИ и другие. Цель – закрепление доминирующей роли русского языка. Инициатор, что важно. Бывший депутат от Татарстана, ныне советник президента Путина Елена Ямпольская. Именно она заявила. Если русский не родной, значит Россия не родина. Ну, странно. Естественно, для меня оно не родной, потому что я там татарин. И Россия для меня не родина, потому что я не считаю ее родиной. Реально так и есть. Но в их понимании ведь это что? Это означает, что тебя можно шельмовать, тебя можно, значит, подвергнуть обструкции, тебя можно объявить изменником, предателем и все остальное. То есть для нас, для людей, в отношении которых непосредственно трудно проводить какую-то экзекуцию, да, это не проблема. А вот для тех, кто остался, это, конечно, большая проблема. Потому что это тянет за собой и влечет за собой ряд административно-технических мероприятий. Дальше, смотрите. По переписи оказывается 86% татар, 84% башкир, 75% чувашей процентов и 100% якутов указали родным именно свой язык, родной. Да? В статье 68 Конституции России закреплено право на родной язык. Звучит так. Государство обязано его сохранять, создавать условия для изучения и развития. Но если понятие родной язык исчезает, что тогда останется от этих гарантий? У русского языка уже есть статус государственного. Выходит, Конституция будет защищать только его, а как же? А для чего тогда вносили изменения в Конституцию на пеньках 2020 года, где закрепили за русским народом и за русским языком статус государства образующего? Просто так, что ли? Конечно, нет. Исчезнут учебники с названиями «Родной язык», табличка на дверях, строки в расписаниях. Слово «родной» для татар, башкир, чувашей, якутов исчезнет. Понимаете, дорогие друзья, вот эта вот сволочь такая, как Емпольская, которую от Татарстана протащили в Государственную Думу, это специально же делается. Для того, чтобы запорочить, опорочить. Ну и Татарстан, конечно, там не сильно сопротивлялся.
А теперь эти люди, как бы формально получив мандат народный, общественный и элитный от Татарстана поддержки, демонтируют все, на чем держится, собственно говоря, Татарстан. Вот такая вот византийщина. Но почему наши власти абсолютно бездумно, не в состоянии, что ли, они пролоббировать и стоять на своем? То есть я не верю, что у татарстанской элиты, у чиновников нету ресурсов, возможностей, чтобы сказать нет, мы Ямпольскую не можем пропустить, у нас есть свой кандидат. Вот я не верю, что, имея колоссальные ресурсы, лоббистские бесспорно, Татарстан это не смог сделать. Значит, не захотели. Значит, не увидели в этом серьезного вызова. А почему? А потому что они сейчас рассматривают Татарстан сугубо как кормушку. Для них Татарстан не является тем, чем он является для нас с вами. Не просто там родиной, где мы родились, а кто-то и не родился в Татарстане. Это проект, это концепт, это формуляр нашего будущего наших детей и внуков. Это то, что заповедано нам в качестве васията, в качестве наследия. И мы не имеем никакого права, ни религиозного, ни исторического, ни морального, чтобы взять все это и спустить в трубу. Поэтому мы и боремся, поэтому и вы, дорогие друзья, поэтому и вы переживаете, поэтому вы стараетесь этого не допустить. Но это вы люди искренние, чистые, бескорыстные. А у этих людей совсем другие установки. И эти установки, к сожалению, по большинстве позиций, по большинству пунктов с нашими не то что не сходятся, они им противостоят. И когда Татарстан хвастается тем, что мы экономически продвинутый регион, у нас то все, технологизм, всевозможные конференции проходят. Да, это хорошо, да, это укрепляет в какой-то степени имидж Татарстана. Но какого? Какой Татарстан? Без содержания, без татарского компонента, без мусульманского компонента, без вектора суверенности и политической субъектности. То есть это то, что говорил, если не ошибаюсь, Бодрияр, тело без органов. Нужна ли нам сугубо оболочка? Конечно, ее нужно сохранить, мы это прекрасно понимаем. Но когда заменяют ее и подсовывают нам эту фальшь в виде того, что вот же он есть, пожалуйста, чем вы недовольны? Но оболочка есть, а ташлакбар, ащиндабар, а внутри-то чего? Или бушлык, или пустота, или просто-напросто гниль. Все красиво, все прекрасно, вот фасад смотришь, вроде бы как. А где? Тот же самый язык. Если вы не можете отстоять понятие туантель элементарно, потому что какой-то чиновник, какой-то Кравцов выносит приказ, это не закон, это просто приказ. И вот в 2017 году, когда мы боролись, ведь тоже путинское поручение было. По итогам его, значит, этого окрика в 2017 году в Мариэл, где проходило вот то самое заседание Совета по межнациональным отношениям. И он там набросился на Татарстан, значит, русский язык притесняет якобы. Да? Везде у них все притесняет. Наши языки не притесняют нифига. И пошло-поехало, значит, прокурорские проверки, наезды и так далее. И мы говорим, а какого фига? Ведь это не закон, вы нарушаете закон, потому что ликвидируя компонент национального родного языка из системы образования, вы нарушаете закон и Конституцию, соответственно. Поручение президента – это поручение президента. Оно не имеет
высшей силой, то есть оно не может быть выше закона, тем более выше Конституции. Даже в их этих вот абсолютно ложных конструктах законов, даже здесь они умудряются противоречить сами себе. И потом задним числом, когда все ликвидировали, они внесли изменения в закон об образовании, уже задним числом. Когда мы хотели подать в суд и поработали над этим, ну, к сожалению, никто не поддержал. Власти испугались, хотя можно было это дело так сильно развернуть. По крайней мере попытаться. Ну, как вы знаете, есть хорошая поговорка у татар, да? Значит, перед тем, как упасть, хотя бы выстрели. Хотя бы выстрели, да? Ну, ты уже падаешь, ну, хотя бы сделай выстрел. Даже твое падение может быть решающим и выигрышным. Может быть. Но когда вы находитесь в положении рабском, абсолютно лоялистско-лакейском, то, конечно, об этом не может быть и речи. Потому что любой человек, который сопротивляется, любой человек, который отстаивает принципы, для, в том числе наших чиновников, страшный человек. Потому как они-то лакеи. А для лакея страшен тот, кто презирает их лакейскую сущность. Они презирают тех, кто борется за свободу. И вот между этими двумя наследиями оно такая вот идет электрическая цепь противостояния. Судорога противостояния. Ну, трудно, как говорят, сытый голодного не разумеет. Вот как это, да? Один ходит, что называется, на корку хлеба скребет, а другой, значит, яхты меняет. У кого-то, как говорится, небо в решеточку, а у кого-то алмазы маленькие. Вот у наших чиновников алмазы маленькие. Недаром татары любят это имя алмаз. Не только, конечно, драгоценность, это еще и алмаз, ну, непобедимый, да, его не возьмут. Алла алмаслар. Ну, а где эти непобедимые люди? Где они? Теперь, дорогие друзья, вот наш редактор подготовил несколько новостей, а срауларгыз болса языгыз. Значит, первая новость. Бывший охранник Миниханов, заместитель начальника Росгвардии по РТ, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы РТ Эдуард Гапуров назначен начальником Росгвардии по Тульской области. Ну, это то, что называется преторианская гвардия. Знаете вы, нет, дорогие друзья, что преторианская гвардия в свое время активно действовала в Римской империи. Сейчас я даже найду, у меня тут на этот счет была небольшая заметка. И преторианская гвардия постепенно, значит, это личная гвардия императора, она постепенно занимала ключевые посты, потому что император доверял только им, сугубо им. Ну, как у Путина. Вот. Это же такая же история, что путинские, значит, охранники становятся теми самыми элитариями. То министрами, то губернаторами, то еще кем-то, да? Так, что-то ссылку вообще у меня. Так вот, значит, Путин пошел, естественно, этим путем, и наш Рустам Минниханов. Смотрите, что он сделал. В свое время вот эти вот Дюмины и прочее, да, которые до сих пор там присутствуют,
Рустам Минниханов проделывает то же самое. Он продвигает своих охранников. Мы знаем, что главный охранник у Шаймиева личный его охранник, потом руководитель службы безопасности, потом министр МВД, сейчас глава аппарата Минниханова Асгат Сафаров. Министр по делам ЧС Рафис, как же его фамилия, тоже был министром, да, тоже охранник. Ну и так далее. То есть они двигают вот своих охранников, потому что, наиболее близкие люди. Наиболее близкие люди, они могут им доверить, они знают их тайны какие-то, да, которые, как вы понимаете, нежелательно, чтобы знали другие. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что система отбора, она, естественно, тоже коллапсирует. То есть принцип лояльности, лизоблюдства, вот он самый главный будет отныне. Поэтому как бы ничего удивительного. Следующая новость. 1 июня свой 70-летний юбилей отметил президент Академии наук РТ, директор ГБУ безопасности дорожного движения Рифкат Нургалиевич Минниханов. Про него мы много раз говорили. Это брат Рустама Минниханова, значит, бывший гаишник главный. Но теперь стал, не теперь, а пару лет назад уже как президентом Академии наук. Я много рассказывал, что там происходит, науку убивают. А почему науку убивают? А то же самое. Умные, свободомыслящие люди не нужны. Поэтому ставят охранник, родственник, тоже силовик, он же силовик, в общем-то, да, он же генерал Минниханов, Рифкат, значит, представитель своих кланов. До этого президентом был Мягзум Климович Салахов, я с ним работал в университете, очень порядочный человек, очень образованный, скромный, интеллигентный, по-настоящему ученый, академик, физик, спектроскопией он занимался, насколько я помню. Все, его отодвинули. Теперь кто нужен? Нужен сапог, который поддерживал СВО. Никакой тебе гуманитарной науки не нужно. Там люди ахают, охают, когда выступает Минниханов. Я с ним встречался несколько раз. Он действительно, может, в каких-то вопросах своих хороший человек, специалист. Но он ни на одну йоту не интеллектуал. Он ни по-татарски толком не может говорить, ни по-русски он не может говорить. Он просто он вояк, он силовик. Его задача не мысль изрекать, не интеллектуализировать, а исполнять приказы. Я начальник, ты дурак. И теперь этот принцип перенесен в Академию наук. А что такое Академия наук? Академия наук, а их немного на самом деле в России. Они в национальных республиках. И Татарстан, по-моему, первым создал Академию наук. Это один из символов и один из институтов суверенитета государственности. Он должен был и призван был создать научную, интеллектуальную, концептуальную базу татарстанского суверенитета. И действительно, гуманитарный блок там был очень сильный. Естественно, есть и научный профиль, и так называемый профиль точных наук. Но все-таки основная задача у него была в том, чтобы объединить, собрать гуманитариев, чтобы они обеспечивали Татарстан мыслью, фикр-белян, какими-то планами и так далее и тому подобное. Теперь эти люди, естественно, находятся в зоне, скажем, такого нерешительного думствования, нищих. Почему? Потому что гуманитарии, которые занимаются вопросами татарской истории, татарской социологии, исламом, культурологией, этнологией, они являются потенциальными нелоялистами. Потому что сам аспект и сам объект их исследования подразумевает, что они не просто будут его исследовать, они будут в него погружаться, и они будут его пропагандировать. То есть в публичную
общественную сферу выносить. Поэтому над ними нужен строжайший контроль. А чтобы контроль был еще и для наших чиновников эффективным и с соответствующей выгодой, поставили Рифката Миниханова, который уже по своему возрастному критерию не мог быть на государственной службе. Вот его пристроили. До этого он занимался безопасностью дорожного движения, там большие деньги крутились, и до сих пор они занимаются, у него супруга. Так что все у них там прекрасно. Но о чем это говорит? Говорит о том, что все сферы, которые формально выступали в качестве самостоятельных субъектов и сущностей для определения татарской нации, Татарстана как независимого субъекта, они или взяты под контроль, или разгромлены, как система образования. Пожалуйста, Академия наук. Пожалуйста, значит, там Всемирный конгресс татар. Пожалуйста, вам искусство, культура, театры и вот это все. СМИ, естественно, литература. Все это взято под тотальный контроль. Сейчас им навязывают. Спектакли ставят про СВО. Вот, Тинчурина, по-моему, в театре был показ театральной постановки «Позывной татарин». Якобы, значит, это реальная история. Отец, сын, значит, воевали. Где-то они там из-под Мамадыша откуда-то, якобы. И вот отец ушел, отец воевал в Афганистане, в Сирии. Ушел, значит, на СВО, там пропал. И вот сын, его стопами, тоже там патриот до мозга костей, отправился. И вот один, значит, журналист Татаринформ написал об этом. Написал сценарий, драматургию, и быстренько эту постановочку сварганили. Что интересно, постановка на татарском языке, но их диалоги, там они в танке якобы где-то сидят, они постоянно на русском говорят, что тоже очень естественно, символично. Недавно я видел вот такой поэт Ринат Харис, который в каком-то журнале где-то вот я видел, написал стихотворение на татарском языке, Донбасс, да, про Донбасс, ну, там перевели на русский язык, там Донбасс, Бомбас, там Синын Улябис, Жан Атабас, ну, вот это вот вся чушь, короче, тошно читать. Это вот номенклатурные, к сожалению, поэты, которые во время суверенитета присосались. Они очень хорошо жили, медальки, все, премия Габдуллы Тукая, квартиры, машины, дачи и все остальное. Всего это было в достатке. Так же, как и наш вот этот муфтият живет. Все у них прекрасно. У нас много фильмов расследования на канале Татполит. Посмотрите про жизнь муфтия и про то, как они, и он лично дербанит там миллиарды и миллиарды. Все они прекрасно живут, поддерживают, естественно, русский мир со всех сторон. СВО, ГМО. А татарға файдасы бар ма саған? Вот в чем польза от них для татарской нации? Вреда больше, потому что если бы сидели как бездарные и молчали бы, было бы легче. Но самое интересное, что все равно придется отвечать за это. И здесь, и на высшем суде. Что вы объясните Всевышнему? Я просто там хитрил перед Путиным, что ли? Я хотел сохранить свой ничтожный статус. Я хотел, чтобы мои стихи печатались. Вот это, что ли, они будут говорить? Я не понимаю, то есть выбор-то есть всегда на самом деле. Ты можешь уйти. Да, ты окажешься в опале. Но сохранишь свою честь, совесть. Жанна саклысын. А здесь эти люди, это к вопросу о качестве этих людей. О качестве, об их имане. Об их имане, потому что их идол – это Путин, это власть. А все остальное – это пустопорожные разговоры. Пустопорожные. Что вот нет, нам необходимо
хитрить, чтобы вот сохраниться. Да, где-то это важно, да, где-то как бы стратегически это необходимо делать. Аллах Тааля Коранда да шулай айтты. Всевышний в Коране говорит, ставьте им засады. Но здесь ведь вопрос не в этом. У этих людей нет никакой стратегии, их единственная стратегия – это сохраниться, приумножить свое богатство и взять еще больше власти. А им не важно, какая это власть. В рамках ли она так называемых демократических процедур, или в рамках она тоталитаризма. Какая разница? Им какая разница, какое, я извиняюсь, дерьмо есть. Вчерашнего оно, значит, исхода или засохшего. Бог индул. Дальше. Еще одна новость. Она тоже меня поразила. В татарстанских школах число учеников, изучающих в качестве родного башкирский язык, ну это Татарстан, меньше, чем учеников, которые изучают иврит. Данная информация опубликована в докладе Кабмина РТ о ходе реализации программ развития образования в 2024 году. Так, в 2024-2025 учебном году башкирский язык в Татарстане изучали всего 6 школьников, тогда как иврит для изучения выбрали 768 учеников. То есть, по факту, это в 11 раз больше. В 11. Даже больше. Значит, смотрите. Башкортов куда как больше в Татарстане. Там, по-моему, не знаю, 10, 20, 30 тысяч. Не знаю, но это точно это десятки тысяч. Но выбрали всего 6 учеников. А Татарстан ведь как хвастался, что мы даем возможность всем народам изучать свой родной язык. Да, там помогали удмуртам, открывали языки, марийцам открывали языки, школы, хотя у самих уже даже не было. Ну а здесь как? А иврит, пожалуйста. А я знаю эту одну историю. Мы ее опубличивали и ей занимались, когда одна женщина, ну она татарка, из рода Мурс, они жили вот из Кататар-Бестесен, да. Мы тогда там сидели на улице Тукая, у нас был офис статполитовский, и вот пришла женщина, у нее сын учился в этой так называемой еврейской школе, 12-й, по-моему, она, да, которая на улице Марджани. И когда вот эта вот вся свистопляска с языками пошла, она заявила о том, что она хочет, чтобы ее сын изучал татарский язык. И все. На нее там набросились. Какой? Вы не имеете права. Он как не имею? Вот по закону я имею право. Ну, вы там одна, все. Он говорит, а какая разница? А евреев там всего училось этнических 10%. Короче, дошла до министра. Министр говорит, пожалуйста, не надо, там серьезные люди, вы что, с евреем нельзя связаться? Она говорит, а мне без разницы, а у нее супруг, оказывается, еврей. Этнический какой-то там крупный бизнесмен, в общем, тоже связи какие-то были. И, в общем, она пошла на принципиальную битву и добилась своего. И она там рассказала очень много интересного. Сюда приходил раввин, а по закону он не имел права. Преподавали иврит там ученикам по нелицензированным и не по сертифицированным учебникам. И никто не обращал внимания. Не то, что не обращал. Когда она написала жалобу в прокуратуру, прокурор ее вызвал, сказал, вы что творите, это же там ха-ха. Вы понимаете, это же, чем это может закончиться. То есть вот вам, пожалуйста, это татары сами ее гнобили. Сами татары ее гнобили. Еще надо будет об этом написать, об этом обязательно, потому что те события 17-18 годов на самом деле были очень драматическими, крайне драматическими, их нужно зафиксировать, документизировать для будущего, да, для того, чтобы историки, специалисты изучали и анализировали, передали нашим, соответственно, потомкам те ошибки, которые были допущены в том числе. И смотрите, я более чем убежден, если бы татарстанские чиновники
приложили максимальные усилия, даже не Министерство образования, потому что у него нет таких полномочий. Когда ныне сидящий министр образования и вице-премьер, глава Актанышского района активно в 2017 году боролся за языки, ему сказали, все, мы тебя там загнобим. Один мне чиновник крупный сказал, ему этого не простят. Ему этого не простят, и его не простили, да, он вынужден был уйти, а он боролся по-настоящему. Опять стал главой Актанышского района, и спустя какое-то время его посадили. Его посадили, сейчас он уже сколько сидит? Ну, года, наверное, 1,5, да, Энгель Фаттахов. Сколько он сидит? Сейчас посмотрим. Находится под арестом 10 месяцев. То есть это статья-то 25. Ну, то есть он где-то уже год сидит. Ему не простили. Его не защитил ни Шаймиев, ни Миниханов, но он человек Шаймиева был, понятно, Шаймиев сам из Актаныша, и, в общем, он его ставник был, Энгель Навапович. Ну, это по-настоящему патриот такой, принципиальный человек, я его знал неплохо. И он пошел на принцип, наверное, осознавая, чем все это для него закончится. Также, например, не смогли они вытащить, я не оправдываю этого бывшего ректора КГУ, да, Гафурова, которому сейчас 22 года дали, это тот еще бандит. И когда работал в университете, он был главой администрации Елабуги. И у нас там один проект был, школа публичной политики, и там участвовал его помощник один от него. И один раз он сам приезжал, Гафуров. И все прекрасно знали, это там начало 2000-х годов было, что это человек бандит, что за его плечами убийство, это вообще не скрывалось. Все знали, что он, да, связан был с бандитами, там, с 29-скими, по-моему, челнинскими, с челнинской братвой и все остальное. Ну, вот он прикрывался там, как-то шаймиевский ставник был, вел он себя соответствующим образом, видок у него был такой бандитский, ходил он вот так вот в развалочку. И когда убрали Мягзюма Халимулыча, убрали его, собственно, в Академии наук, потому что туда пошли деньги огромные, Казанский университет, тогда, согласно реформе высшей системы образования, Казанский университет приобрел статус федерального, их тогда, по-моему, 7 было, ну, по округам, да, в каждом округе был один федеральный университет, и туда деньги поплыли. И чтобы эти денежные потоки контролировать, решили поставить своего человека, потому что Мягзюм Халимулыч человек был честный, ну, является таковым. И поэтому, наверное, он там не мог позволять какие-то дележку этих самых миллиардов. И поставили кого? Ну, Гафурова, кого еще? Тот еще Вандиган. И тот, видимо, выполнял свою функцию неплохо. Вы знаете, что он там творил страшно. Сказывали бывшие коллеги, знакомые, как он там на ректоратах разносил людей, оскорблял, посылал на 3 буквы заслуженных академиков, ученых. И он вел себя как бандит. У него была охрана личная, он ходил с охраной. Представляете, там, да, просто ректор. Просто ректор, а он ходил вот как будто, значит, на Луну и обратно слетал. И потом Шаймиев ушел, собственно говоря, стало понятно, что его влияние постепенно уходит, ну, его прихватили. Гафуру. Но его никто спасать не стал. И не будет спасать, ну, потому что Петрушка сделал свое дело, а там уже он никому не интересен. Поставили другого человека, Сафина. Он является непрямым, ну, короче, сейчас вам скажу. Вот его сын нового ректора, он женат на племяннице Миниханова. Вот так вот, по-моему. То есть Алар, то есть Бажалар, что ли, да, они свояки приходят. Как-то так. Значит, свой человек все равно был министром транспорта, значит, начальник транспортного цеха, пожалуйста. А тут бандит
мэр Елабуги, то, значит, министр транспорта, и рулить крупнейшим вузом Поволжья. Это Поволжский федеральный университет, то есть он единственный с таким статусом в целом Поволжье. Ну и для нас важнейший, конечно. Понятно, что все эти сферы они отхватили. А так как это феодальная уже система, мини-хан, соответственно, мини-ханство, у каждого есть как бы такие феодальные владения, феодальные небольшие территории, где, значит, они могут творить, чего не хотят. И абсолютно забота о республике, о народе в их приоритете, в их повестке дня не стоит. Они могут ими поиграться. Могут. Могут, и часто так было, я слышал лично от них в разных таких разговорах закулуарных. Да, вот там безнабетрялер, да, вот нас давит, вот ах, там, вот плохо, да, вот без там, вот без как бы татарлар. Ну, это такие застольные разговоры, ни к чему не обязывающие. Ну и что, я тоже так могу сидеть и там, значит, слезы крокодили лить. А что ты сделал-то конкретно? Нет, они боятся там чем-то. Или вот эти вот разговоры, один там крупный чиновник мне говорит, ну вот, Руслан, вы там наезжаете на элиту, а ведь подумайте сами, я приводил этот пример, по-моему, этот кейс рассказывал, а если возьмут и разгромят наших элитариев, да, они коррупционеры, да, они такие-сякие, но разгромят, а что-то этого хорошего. Ну, я так тоже себя поймал на какой-то мысли, думаю, как-то вот этому человеку как-то надо объяснить, слушай, что разница между золотой клеткой и ржавой на самом деле небольшая в эстетическом вкусе. Если бы, я понимаю, эти чиновники, как тот же, например, Кадыров, берем и отстраняем его моральную и прочую составляющую этого тирана, ну, что он сделал? Он для чеченцев, я имею в виду, для своего окружения, там, какой-то вот этот придурочный провокатор, армянин, там, что-то ляпнул против дагестанцев, чеченцев, мусульман, бах, его сразу там за ласты взяли. Какой-нибудь сволочь вылезет, что-нибудь там про татар, еще что-нибудь скажет. Кто-нибудь отреагирует, что ли? Нет. То есть, если ты создаешь то самое даже мини-ханство, создавать точки роста, точки проекции национального. А убит-юг, ну нету по-настоящему. Все это вывозится просто за счет старого наследия. Ну, то, что по всей России строили мечети татары, да. Там была татарская буржуазия, да. Но сейчас, если посмотрите, сдаем позиции, сдаем. Численно, значит, нас ужали, взяли минус 600 тысяч во время переписи, убрали. Кто-то вякнул из Татарстана. Да, вякнули там тихо в носовой платочек. И все. 600 тысяч. Вы представляете, если бы у Кадырова там отобрали? Минус там. Хорошо, не 600 тысяч, понятно, потому что это сразу бы скосило, да. Ну, у татар-то можно, они вторые по численности. Конечно, надо русских-то увеличить численно. Если ты даже этого не можешь сделать, какой у тебя толк-то? То есть, если ты там строишь из себя эффективного менеджера и всего остального, так строй ее хотя бы в рамках даже контролируемой нации. Но не может, не хочет, наверное. Потому что так называемая пастеарность, то есть силовое, вот такое витальное, внутреннее, сущностное, экзистенциальное, оно уходит, Казанович Папаш. Но самое главное, что, дорогие друзья, насколько мы сами вообще готовы взять инициативу в свои руки. Значит, участвовать, разрабатывать проекты, значит, объединяться. Вообще, насколько мы сами в состоянии. Опять на примере наших братьев, дорогих кавказцев.
Они объединяются, они мобильны, они организованы, они друг за друга горой. Даже на примере того, как много у них там различных проектов, медийных, там, благотворительных, какие-то политические, да, проекты, вот, вы знаете, мы там много действуем, работаем в политическом поле, общественном, правозащитном, с ними и везде там вот, да, с кавказцами мы работаем, потому что они как бы вот готовы. Безнекілерден, ну, ни yok, ни ярдәм yok, ни дева, значит, вот, действия, приглашения, да, ну, тоже я не вижу, по сути. Как-то так все ушли, разрозненные, все как-то так по своим углам, чак-чак, шпышмак, вот и все. Вот и все. А что тогда ныть-то, что язык уничтожает республика, если мы сами, я извиняюсь, Сеннатчы бабай кебек если мы сами взяли себя и оскопили. Что плакать-то? Если мы сами ограничили свое величие и свой потенциал этими шпышмаками и чак-чаками. Вот все. Дальше, ну вот Сабантуй, Яра. Вот Сабантуй, это вот сейчас это пик. А я простой пример приведу. 100 лет назад, когда Гаяс Исхак Илар, остальные наши лидеры, политические, интеллектуальные, приехали в Европу в 23 году, были они, значит, в Германии, с элитами, значит, выстроили отношения. Да, из-за того, что кризис начался, они вынуждены были уехать. Кто в Турцию, кто там в Японию, в Соединенные Штаты, но все равно действовали, объединялись. Сейчас вроде наши люди есть, их много, вот в таком количественном смысле. А сифат ягнан с точки зрения качества все очень плачевно. Я не знаю, когда произойдет, вообще произойдет ли оно в этом плане, значит, гегелевский вот этот вот подход, когда количество должно перейти в качество. Ну, когда, мне трудно сказать. Потому что к этому надо прикладывать усилия. Пока что этих усилий недостаточно. Я вообще, сами знаете, не сторонник постоянно посыпать голову пеплом. Это вообще не моя стратегия. Но критический анализ обязательно нужно дать, потому что если мы не поставим правильный диагноз, то лечить, как известно, вылечить пациента не получится. Но пока мы сами вот этот вот колокол, вот этот щенга покмывас, когда вот мы не будем этот колокол бить и пока не разбудим сами себя, никто нас не разбудит. Если уж даже война, которая идет 3,5 года, нас не разбудит. Если уж как бы уничтожение всего и вся, язык, сейчас и родной язык, говорит, даже само понятие родной язык туантель. И это под запретом будет. Ну что остается? Когда придут и будут заставлять креститься, и после этого найдутся люди, и в муфтияте в том числе, которые скажут, ну, яраринда, это как бы все нормально, вот давлят, миллят и все остальное. А потому что у них нету последней линии отступления. Да? Шигенергия невозможно постоянно и перманентно. Они считают, нет, можно. Можно бесконечно отступать. Можно. А если ты не ставишь для себя красную черту позади себя, то все, вот после этого я не буду отступать, все. Тогда тебя можно, я извиняюсь, юзать и в хвост, и в гриву бесконечно. Раз ты себя таким образом поставил, раз ты себе позволяешь этого. Знаете, в футболе есть, в игровых видах спорта, есть такое понятие. Каждый соперник играет так, как ему позволяет его оппонент. Это очень хорошее определение. Оно стратегически важное. Не только он силен настолько, чтобы нас давить, но мы слабы в той мере, в кой нас давят. Прямая пропорция. И никто меня не убедит в обратном. Как мы себя поставили, как мы себя сейчас ведем, так в отношении нас ведут политику.
да, подавляющую, ведут политику уничижения, давления, притеснения и узурпации наших властных полномочий, нашего исторического, идеологического и политического дискурса. Все. Кыйбласыз болгон кишилердин һәм милләтнең киләчәге юк. Это же тоже очевидно. Так что, дорогие друзья, так, РТ спрашивает: здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему Мусад Джалиль не стал сотрудничать с немцами? Боялся, не доверял, так он сотрудничал. Кто вам сказал, что не сотрудничал? Он сотрудничал с Абвером. Абсолютно, вы что? Почитайте, в общем-то, все источники. Кстати говоря, Режепа Байрамова, когда написала об этом в таком журнале «Мирас», это издание закрыли, и ее тоже судили за это. Это же очень хорошо известная история, когда случилось покушение на Гитлера со стороны полковника Штауфенберга, операция, если как помните, «Валькирия», и уже немцы, в общем-то, эсэсовские войска ушли с тех мест, из, значит, этого лагеря, где в Мобите, где сидел Мусад Джалиль, и тогда Гиммлер дал приказ, значит, расстреливать всех нелояльных, ну, в целом. Поэтому эсэсовцы вернулись и решили, значит, убить Мусад Джалиль и всех остальных. А когда они ушли, Мусад Джалиль с соратниками начали размышлять, что делать, потому что красные шли. И он говорит, надо придумать легенду, что у нас была здесь подпольная организация, Фален Невестен. Значит, они там написали прокламации, значит, везде ее там распространили, якобы здесь там подполье было. На самом деле ничего не было. Он работал с Абвером, он выходил в город, он, значит, там в кафе сидел, развлекался и так далее. Газеты издавали. Вы представляете, да, если человек сиделец. Так что понятное дело, что он же до 65-го года был врагом народа, если вы не знаете. Потом его реабилитировали. Так, ну, дорогие друзья, да, время у меня подходит. Следующий эфир на канале Поистине, так что можете перейти туда. Поэтому я вынужден с вами проститься. Поздравляю вас всех с благословенным праздником Курбан-Байрама. И желаю всем крепости имана, чтобы внешние и внутренние враги были разрушены, и чтобы все мы с вами соединились в едином порыве для торжества духа над материей. Биг зур рахмат сизге. Сен сау болыңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.